Селькупские языки относятся к уральской языковой семье. Эта семья делится на две ветви – финно-угорскую и самодийскую. К финно-угорским языкам относятся, например, такие языки, как финский, эстонский, венгерский, удмуртский. Самодийская ветвь подразделяется на две группы – северную с языками ненецким, эницким и инганасанским, и южную с единственными сохранившимися в ней на сегодняшний день селькупскими языками. Селькупские диалекты группируют в североселькупский язык, на котором говорят в Ямало-Ненецком автономном округе, например, на реке Тас, и в Туруханском районе Красноярского края, и в южноселькупский язык в Томской области. Нарымский диалект наиболее изученный в южноселькупском. Он имел историческую территорию распространения в Парабельском районе Томской области. Однако сейчас большинство говорящих на нем живут в городе Томск. Их число невелико – несколько десятков человек. Рассмотрим простой диалог на нарымском диалекте южноселькупского языка, а потом подробно его разберем. Диалог между Анатолием, Надоль по-селькупски, и Василием, Веска по-селькупски. Торова, Машек Надоль кверат, Ташен Кандук кверат. Здравствуй, меня Анатолий зовут. Тебя как зовут? Перевод дословный. В переводе я сохраняю порядок слов оригинала. Торова, Машек Веска кверат. Здравствуй, меня Василий зовут. Фаек Коштегу, Кандук Варганд. Приятно познакомиться. Как живешь? Фаек, Басемба, Атат. Хорошо, спасибо, а ты? Най ага кошкалк, Басемба. Тоже неплохо, спасибо. Кайгет тат Варганд. Где ты живешь? Маттопкагет Варгак, Атат. Я в Томске живу, а ты? Матварг Карагет Варгак. Я живу в селе Парабель. Мека Квенго Келемна. Мне уходить надо. Фават. Счастливого или хорошего пути. Телом. Пока. Теперь подробно разберем лексику, грамматику и произношение в этом диалоге. Торова. Машек Надоль кверат. Ташен Кандук кверат. Здравствуй. Меня Анатолий зовут. Тебя как зовут? Машек. Меня. Винительный падеж от мат. Я. Безударное произносится как нейтральный гласный шва как первое «о» в русском слове «молоко». Кверат – зовут. Третье лицо множественного числа от квергу – звать. К с крюком. К – глухой увулярный взрывной согласный. Образуется задней частью языка в районе небного язычка, как К в казахском слове «казак» – казахский. Ташенд – тебя, винительный падеж от тат – ты. Кандук – как? Торова, Машек Веска кверат. Здравствуй, меня Василий зовут. Фаек Коштегу, Кандук Варганд. Приятно познакомиться. Как живешь? Фаек, хорошо. Коштегу, знать, узнать. Варганд, живешь. Второе лицо единственного числа от Варгагу, жить. Фаек, Басемба, Атат. Хорошо, спасибо, а ты? Басемба, спасибо, Тат, ты. Най ага кошкалк, Басемба. Тоже неплохо, спасибо. Най, тоже. Ага, не, нет. Ха с крюком. Г, звонкий вилярный спирант, как южнорусский или украинский Г. Кошкалк. Плохо. Кайгет тат Варганд. Где ты живешь? Кайгет. Где? Г с нижним выносным элементом или десцендером. Г. Звонкий увулярный взрывной согласный. Звонкая пара к согласному К. Маттопкагет Варгак. Атат. Я в Томске живу, а ты? Топкагет. В Томске. Местно-временной падеж от Топк. Томск. Матварг Карагет Варгак. Я живу в селе Парабель. Варг Кара. Парабель.
буквально большое село. Карагет в селе. Местно-временной падеж от кара – село. Мека квенго келемна. Мне уходить надо. Мека – мне. Дательно-направительный падеж от мат – я. Квенго – уходить. Келемна – надо. Фават – счастливого или хорошего пути. Фа – хороший, ват – дорога. Телом – пока. О с умлаутом с двумя точками, как как немецкий в слове öffnen – открывать, или французский в слове jeune – молодой. Не смягчает предыдущие согласные, кроме «дж». Ну, об этом в другом видео. Прослушаем диалог еще раз без комментариев. Торова. Машек надоль кверат. Ташен кандук кверат. Торова. Машек веска кверат. Фаек коштегу. Кандук варганд. Фаек басемба атат. Най ага кошкалк басемба. Кайгет тат варганд. Маттоп когет варгак атат. Матварг карагет варгак. Мека квенго келемна. Фават. Телом. На этом разбор диалога закончен. Я планирую еще видео по нарымскому диалекту южно-селькупского языка. В следующем видео будут более подробно рассмотрены вопросы произношения. Спасибо за просмотр.